Ну, мне кажется, во время пандемии люди больше стали работать и мыслить даже на дистанционном уровне. Это очень большой скачок, мне кажется, для человечества. И, скорее всего, все будет также останется на дистанционном уровне, потому что это очень мощный движок для развития, мне кажется, чтобы люди не тратили время. Ну, конечно же, я сам обожаю путешествия, ничто не заменит живого общения, но благодаря онлайну все обретет более быстрое развитие. Вот у меня такое будущее представляется очень современным, конечно же. То, что вот делает Илон Маск, тоже будоражит многие умы. Думаю, полетим на Марс, это не за горами. То есть человечество сейчас находится на пиковом, мне кажется, каком-то переломном состоянии. И это будет то, что мы смотрим вот в кино, фантастические фильмы, это в ближайшем будущем уже, мне кажется, уже будет реализовано все практически. Якутия, как показывает на сегодняшний день себя, у нас очень мощная культура, наука, у нас есть ученые, то есть в процентном соотношении у нас образованных людей очень много, поэтому мы не потеряемся в современном времени. И так как у нас IT развивается очень мощно, то есть Майтона та же самая, Якутия, надеюсь, наш регион будет развиваться и инфраструктура самое главное, чтобы людям было комфортно жить, работать. А в остальном самое богатство, конечно, Якутии — это люди. Этот потенциал надо развивать, то есть уделять время молодежи. Это молодежь — это будущее, светлое будущее, хотелось бы верить. Композиторов в Якутии 5 образованных. Ну, немножко разъясню, что такое композитор. Композитор — это такая профессия, то есть мы обучаемся в консерваториях, получаем диплом композитора, потом заканчиваем аспирантуру. И на сегодняшний день, получается, я самый молодой из профессиональных композиторов. Мне 37 на сегодняшний день, а после меня вот очень большой отрыв идет Кирилл Герасимов, автор нашего гимна государственного. Ему 55, по-моему. То есть это, можно сказать, штучный товар. Ну, я собираюсь эту проблему решить открытием факультета на базе Высшей школы музыки композиторского, где смогут ребята получать уже диплом профессионального композитора. Ну, из ныне работающих недипломированных музыкантов хочу выделить, например, Моисей Кобяков, мой друг очень близкий, хороший. Он пишет для кино в основном, ну и владеет оркестром. То есть, опять же, композитор — это немножко такой для музыканта подвиг решиться на это, потому что это всегда волнение, когда играет твое произведение. Хочется там, не знаю, провалиться сквозь землю иногда. То есть успех или провал. То есть ответственность очень большая, и на эмоциональном уровне, мне кажется, быть композитором, да, очень волнительное ощущение всегда. Слово «композитор», к сожалению, вот, в современном мире уже не важно, есть у тебя образование на самом деле или нет. Это важно прежде всего для самого музыканта. Композиторы всегда будут, просто сфера деятельности у композиторов меняется. Сейчас больше работают, например, в кино. Те же вот Ханс Зиммер, Джо Хисаши. Вот эти композиторы для современного мира уже как композиторы. Ну, вот, как они должны быть в наше время. И в ближайшем будущем тоже, если будет существовать кино, то композиторы как неотъемлемая часть кино всегда будут. Музыканты академические, вот классическая музыка — это как
Вот мы же не закроем же все музеи, например, да, классические вещи. То же самое и с музыкой. Всегда будет Бетховен, Бах, Моцарт. И надо будет обучать людей, чтобы они играли в оркестре, и все это можно было вживую услышать. Это мировая культура. Когда ребенок обучается классической музыке именно, а он овладевает инструментами, либо это фортепиано, скрипка, или духовые инструменты, ну, много инструментов, это в первую очередь помогает развитию, то есть даже IQ бывает повыше у детей, которые владеют каким-то инструментом, то есть это активизирует, мне кажется, области мозга, и у них более мышление творческое. И я знаю много ученых, которые занимаются музыкой или в детстве занимались музыкой. То есть это очень тесно взаимосвязано. То есть музыка всегда очень творческий двигатель для всего. В современном мире с развитием технологий, вот, например, точно скажу, что в киномузыке оркестр уже редко используют, так как это очень дорого. Во-первых, нанять оркестр, записать. Сейчас есть сэмплеры, то есть те же классические инструменты, они просто записываются на микрофон, на, не знаю, там тысячи сэмплов комбинируются и в итоге воспроизводят реальный звук той же скрипки, ну, инструментов классических. И иногда бывает не отличить, но если ты профессионал, ты всегда отличишь, конечно. И поэтому ты можешь услышать свою работу в таком виде, в котором она должна, например, вживую звучать. И это здорово, мне кажется. Нет, но все равно потребность к живой музыке, она всегда будет, потому что на эмоциональном уровне это совсем другие ощущения, нежели ты через экран, через наушники слушаешь музыку. Ну, видеоряд, конечно, это очень мощное средство для понимания какого-то материала. Нет, ну филармония всегда же будет существовать, так что живая музыка будет жить все равно. Еще более востребовано будет такое искусство живое, потому что человек иногда, ну, человеку присуще, он, как сказать, наиграется, и ему надоедает это очень. И все равно живой контакт останется и еще более популярным станет, мне кажется. Тем более в нашей республике у нас ну, история, да, если образование не такая большая, в принципе, классической музыки. Мы, да, ну, если сегодня показываем очень высокие показатели мировые, то это, наоборот, приобретет еще больший масштаб через 100 лет. Да, конечно же, мое желание острое, можно сказать, много композиторов профессиональных. Но я все равно общаюсь, конечно же, с российскими композиторами, с мировыми. Но в этом плане с появлением композиторов, потому что они запечатлевают именно национальную вот эту черту в профессиональной музыке. А вот эта вещь, она остается на тысячелетия, поэтому очень это важно. И профессия композитора очень перспективная. То есть, если люди думают, что это именно только классика, нет, это неправда. То есть, если я по себе расскажу, то я работаю в различных жанрах. То есть от хип-хопа до театров, не знаю, у меня опера, кино, к видеоиграм делаю музыку. То есть это композитор должен владеть всем. Это высокий профессионал, который сочиняет музыку. Всегда полагайтесь на собственную интуицию. Это во всем. То есть критика, конечно, важна, но человек все-таки индивидуален, и у каждого человека есть свой почерк. Пытайтесь создавать что-то новое, и чтобы это новое становилось классикой. Вот у меня вот такое пожелание, например, есть к музыкантам, композиторам. То есть, ну, это во всем, мне кажется.